кумадера, дай-ка мне такой план вспомнение, такой план вспомнение, точь-мочь кумадера, вспомнение, вишке кумадера. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кристина, а помогать нам будет сказочный герой Койгорож. Шумбрата да Ялгат! Мы с вами вновь продолжаем наше увлекательное путешествие по чудесной стране макшанского языка. Друзья, послушайте стихотворение, которое мы подготовили для вас, и угадайте тему нашего сегодняшнего урока. Молочко дает корова, детки с ним всегда здоровы. Для лошади конюшня дом, угости его овсом. А мой маленький котенок спит без простынь и пеленок. Ребята, как вы поняли, сегодня мы будем говорить о домашних животных. Итак, тема сегодняшнего нашего урока – Кудонь Ракшатни – домашние животные. В далеком прошлом все животные были дикими, но со временем некоторые виды животных были одомашнены человеком. Они приносят людям неоценимую пользу. Так собака сторожит дом, а кошка ловит мышей. Корова дает молоко, из которого делают вкусные молочные продукты. Конь – неоценимый помощник в хозяйстве. А еще домашние животные становятся верными друзьями своим хозяевам. Ребята, давайте назовем домашних животных по-макшански. Алаша – лошадь, Ката – кошка, Пиня – собака, Уча – овца, Сява – коза, Тракс – корова, Тува – свинья. Молодцы, ребята! А вы знаете, что общение с домашними питомцами благотворно влияет на человеческий организм? Нормализуется давление, уходит тревожность, снимается стресс, появляется масса положительных эмоций. В итоге человек меньше болеет и быстрее восстанавливается. Другими словами, домашние животные не только становятся друзьями людей, но и улучшают показатели здоровья. Как интересно, Кристина! Ребята, с древних времен люди одомашнивают различные виды птиц. Самые распространенные из них – утки, куры, гуси, индюки. Как они будут звучать по-макшански? Атюкш – петух, мачи – гусь, курка, индюк, сараз, курица, яксярга, утка. Молодцы, друзья, все верно. Нет ничего милее и прекраснее, чем детеныши животных, ведь они выглядят очень обаятельными и забавными. Ребята, в макшанском языке наименование детенышей животных и птиц образуются добавлением к названию взрослых животных слова «левкс» – детеныш. Исключение составляют некоторые названия. Ребята, прочитаем их вместе со мной. Вазня – теленок, Вашиня – жеребенок, Каталевкс – котенок. Пинелевкс – щенок, Саразлевкс – цыпленок, Вераз – ягненок, Пурс – поросенок. Запомнили, ребята? Молодцы! Итак, друзья, на этом наш урок завершен. Мы сегодня много поработали, научились называть домашних животных и птиц, а также их детенышей на макшанском языке. В заключение мне бы хотелось попросить вас бережно и внимательно относиться к животным, ведь они так же, как и люди, нуждаются в любви и в защите. Стремись животных защищать, они ведь братья наши. Стремись чуть-чуть добрее стать, мир этот сделать краше. Их дружба крепкая верна, животные, как люди, и нам их доброта нужна. Кем без добра мы будем? Вася демазан кельгама ялгат. Неймазанг, уляде шумбрат. Кумадера, бисада, точь-мочь кумадера, бисада.